Не должно случиться. Во-первых, он чугунный. В отличие от бронзы, бронза это там сантиметр толщины, 0,8 или 1,2, а здесь 5-6. То есть это вес другой, это сварки тогда чугунной не было. Бронзу варят. Вот. Но сейчас он в процессе, это как вот моего доклада тема. Я с детства и долгие годы знал одного башкира, это своего отца. Но мне посчастливилось, что в Башкирии, вернее в Оренбургской области, в Саракташском районе нашли предков 7 поколений. Я как больше башкир, так скажем, не столько сознаниями, сколько интуитивный. Уходит Карнай Муратов, осаждает город Мензелинск. Салават Юлаев, значит, идет на север, захватывает город Красноуфимск, осаждает Кунгур. Вот Салават Юлаев, старшинский сын, там, и вот он вел с собой сотню башкир Шатан-Гудейской области, все они перешли. Ему было действительно тогда 19 лет. Дальше, значит, вот мы говорим, Салават был поэт. Да, действительно, он был поэт. То есть, государственное преступление. Его стихи и песни сжигали, и за это били в трудом. Но его стихи и песни народ нес через века. В стихах мы эти области постоянно находим. Вот Шамсидин Тегризи, известный, значит, персидский суфий, так и писал: бедный соловей, как он страдает, он вздыхает перед идиотом. Город заснул сладким сном, спят уфимцы, только Батыру ночами не спится. Он граждан своих охраняет обой, надежный и верный в Уфе постовой. Потому что никуда память человеческую не денешь. Ладно, почитаю для вас про Оренбург, который уже есть, сегодняшний день. И, конечно, Сахаровский, Тигами Юга, Европа, Азия, Гавайлей, Вашингтон'da durgan ferişte, on kuldarım bu hasırlarda, on kuldarım benim şerifte, Orенбур'um, hatta zamanlarda başkırtıma buldum başkala. Alıştırmam başka.
заболела. Обрадовалась. Обрадовалась, заболела.
рощи и леса, всюду птичьи голоса, благодатный мой Урал. Ты и Родина моя, ты любовь и жизнь моя, ты печаль и песнь моя, благодатный мой Урал. Я стада твои люблю, я луга твои люблю, я снега твои люблю, благодатный мой Урал. Я своей любовью чист, как грозой умытый лист, как поутру птичий свист, благодатный мой Урал. На чужбине сам грущу, по твоим лесам грущу, по твоим степям грущу, благодатный мой Урал. Урал ты, мой Урал,
Урал, великан седой Урал, головой под облака. Поднялся ты, мой Урал.
башкирский фольклорный коллектив «Актирма». В составе Ренат Хамиров, Андрей Смирнов, Гулькай Аллилуйя. Идейный вдохновитель, автор многих творческих, общественно значимых проектов, режиссер-постановщик вечера Гульсина Батышина. Курахтиной Наталье Александровне. Добрый вечер, уважаемые гости. Согласитесь, мы сегодня с вами очень замечательно провели субботний вечер. И благодаря нашему замечательному, красивому, очень активному, никогда не дающему, скажем так, впасть в анабиоз, заснуть, постоянный коллектив, который постоянно добивается, постоянно действует и радует нас, это наш любимый коллектив «Актирма». Еще раз прошу вас поаплодировать этому замечательному коллективу, который обладает определенными свойствами объединять нас всех, объединять и ученый мир, И ученый мир, и любителей, и земляков, и всех тех, как сказал Салават Александрович, кто интуитивно любит нашу любимую Башкирию. Сейчас я хотела бы зачитать стихи Салавата Юлаева, которые, мне кажется, больше всего отражают наше с вами состояние, наше с вами отношение к нашей любимой Башкирии. Милая моя земля, реки сладкие, поля, березняк и чернотал, в небо вздыбленный Урал. Я одну мечту таю, родину воспеть мою. Согласитесь, это те слова, сказанные Асфатуллину Салавату Газимовичу. Позвольте мне со своей стороны Обязываясь Маковой Нафисе Асфатовне. Сегодня день Салавата. Конечно, ездим. Аллахашкир даже в Питере были. Москва первый раз. И насколько я благодарна, вы должны понимать. Рахмат Актирма. Нафиса Смакова Арбурul Kahnan шагыйрә. Ошо көндә без менә Мәскәүгә үзебезнең мөхәббәт илебезнең баш калаһында бүгенге көндең байрамы шундай кудрәт һәм көч бирә безгә. Нимәгә тиһәң, салаваттың көне, салаваттың байрамы. Ил хаклаусы кешенең байрамы. Нимәгә тиһәгез безгә үзебезнең башкортыбызның дахи кешеһен безнең Рәсәй башкалаһында шундай зурлаулары бик нык куандыра. Алла бирсә, шундай байрам елда булып торһын, киләһе елда менә Актирманың руководитель Гульсина Батышина әйткәне оңга килһен, раска килһен. Алла бирсә, киләһе елда Салаваттың 270 елын үткәрергә ятсын. Алла бирсә, шулай зур һәм күңелле иттереп. Асын әйткәндә Салават Юлаевтың образ, Салават Юлаевтың образын асын хүрәтләгәндә, ул була башкортта бар микән ундай квинтэссенция. Башкорт рухының иң затлы мәле ошо Салават образы дип уйлайм мин. Квинтэссенция башкирского духа. Минең исемем Наркис, мин Мәскәүдә күптән яшәйм, 25 елдан ашу. Үзем Курган өлкәһеннән булам. Без бунда башкортлар берләшеп төрле сараларны узгарабыз. Бүген һәм Салават Юлаевтың рухына дип әйтерлек сара узгардык, йыелышып, Салават турында һөйләшеп, йырдашып йыелдык.
Біз бұл біздің қаһарманыбыз Салауат Юлаевқа ел сайын шындай сара ұзғарабыз. Ең мұхимі бұл сара Алла бұйырға давам етер әлі келесі жылдарда ұзғарырбыз. Бұл сараны ең төп ойыштыруысы ол Гүлсина апай Батыршына Ақтирма ансамблінің етекшісі. Аның тырышылығымен шул біз аны ұзғарабыз. Салауат турасында түрді мәғлумат ебіз. Әр ел сайын шулай рухланып, шатланып, бұл күнде аны еске түсіреміз. Салауат Юлаевтың туған күніне тек башқұрттар ғана ейілмай, башқа милләт вәкілдері қосылып келелер бізге. Башқа милләт кішілері Салауат Юлаевты қаһарман, батыр егет деп білелер, һәм хөрмәт етелер. Салават Хамидуллин, кандидат исторических наук, историк, тележурналист. Все, что связано с именем Салавата Юлаева, это значимо лично для меня, для республики, поскольку Салават Юлаев – национальный герой Башкортостана. Таким он был в прошлом, таким он является сейчас, таким он и останется. Но, как я уже говорил, вот сегодня Салават Юлаев – национальный герой, и причем это не герой, который, так скажем, кто-то взял, какие-то там политтехнологи создали и вот предоставили народу. Этот образ Салавата Юлаева, то есть он складывался на протяжении столетий, вот последних, да, там, после Пугачевщины. Вот, и сам народ его, по сути дела, сделал своим национальным героем. Уже в XIX веке он был сакрализован в сознании народа. Уже, так сказать, народ ему уже поставил все оценки. И только потом уже историки начали изучать его, вот, сопоставляя, что, собственно, народ... те вот предания о нем и вот как бы документы, да, то есть, и, в общем-то, образ получился соответствующий. Документы совпали вот как раз с теми представлениями о нем, которые существовали в народе. Вот как раз и говорит, что, в общем-то, глаз народа, глаз Божий, вот, как народ себе его представлял, таким он и есть. Ну, не случайно он национальный герой, как я уже говорил, и не у всех народов есть национальные герои. Вот, и то, что вот у башкирского народа есть такой герой, это говорит о многом. То есть это ведь Батыр, это настоящий воин, вот, это действительно героическая личность, по документам мы знаем. Вот, ну, в общем-то, национальный герой под стать народу. Это очень порадовало, что сегодня, на сегодняшнем вечере, то есть были представители разных народов, были и башкиры, и татары, были русские, были казахи, были каракалпаки, вот, и кого только не было. То есть о чем говорит, что Салават Юлаев, он понятен всем, понимаете, он, то есть он для всех, его восприятие для всех, скажем, адекватно, то есть совпадает у всех, вот, как бы, его понимание, его образа. Вот, и как раз это, поэтому это и свидетельствует о том, что это действительно великая личность. Исянгулов Зубаир Сабирович. Вечер понравился, потому что весь коллектив, считаю, всех знаю, все время. Хорошо выступили все просветители, ученые, историки, такие. А одно не рассказали. Я еще в 4 классе жил, учился в Стрельбашевском районе. И там познакомил меня один товарищ, дядя. Он был заведующим библиотекой Стрельбашевского района. Вот мне подарил книгу Степана Злобина, где я узнал все про молодые годы и дальше про Салавата Юлаева. Я был этот фильм с этим книгой настолько
считай, заболел, что и такие героические поступки юного мальчика, как тогда еще Салават был. Он лазил по деревьям, по скалам. И бывало всякие столкновения и так далее. То есть он показывал себя с детства готов ко всяким трудностям. Хотелось подражать им и не сдаваться никогда. Стараться. Ну и тоже лазил по деревьям, грачины и яйца доставались там. Особенно запомнился эпизод, когда Салават Юлаев ночью верхом в степи, по-моему, так, когда-то добирался на Пугачевскую самую, свои вещи. На него напали стая волков. И он один ночью сражался, будем говорить словом, с волками. У него же было оружие, не булава, а сукмар даже. Сукмар, нагайка. Вот с помощью этих, ну, были стрела, лук, их ночью не используешь. Вот это я долго представлял, что как же так человеку ночью, так, еще практически не видно ничего. В народе это Салавата имя это закрепилось так, что все вдруг начали называть детей своих Салавата. В моей деревне, скажем, 2 Салавата. Моего друга Талгата, сын Салават, и я своего сына назвал тоже Салават. Этим хотели, чтобы дети выросли такие же, как Салават. Сильные, мужественные, не поддающиеся никаким невзгодам. А сейчас сегодняшнем, вот, смотрю, вот, считай, половина зала, наверное, Салават. Все Салаваты. То, что Салаватом обидно, когда вот Салават Юлаев, команда, Салават Юлаев, футбольная команда, и сейчас все пропали где-то там. Я думаю, что и образ Салавата останется на все века нашего племени, и даже те, которые через моего сына, скажем, через наших узнали другие про Салавата. Только что Салават, они знакомятся, скажем, с кем-то. А кто такой Салават? Сын рассказывает, что это Салават. Из-за этого имени мы еще знакомим других национальностей, других людей о нашем герое. Салават Газимович Асфатуллин, писатель, историк, автор 29 книг, 45 публикаций в коллективных альманахах и 275 статей в 54 журналах и газетах России. Значит, 25 лет я очень плотно занимаюсь историей башкир и пришел к нескольким важным таким выводам, которые обязательно хочу вам высказать, поделиться с нашим народом. Первое. Наша Российская Федерация фактически стала федерацией еще в XVI веке при Иване Грозном, потому что он оставил башкирам вотчинные земли, оставил личную свободу, оставил религию, то есть это все элементы фактической федерации. Значит, а Ленин со Сталином после революции, они уже юридически оформили эту федерацию. Вот.
Второе. Россия стала евразийским государством именно с присоединением башкир, потому что башкиры жили и в Европе, и в Азии. А многие там на Ермака кивают. Должен доложить, что Ермак пошел в Сибирь на 30 лет позже присоединения башкир. И он пошел на север Сибири, а освоение Сибири все-таки шло южным путем. Это вот города Омск, Томск, Новосибирск и до Владивостока. Теперь третий момент. Посольский приказ Московского царства взял на вооружение успешный опыт привлечения башкир. И на этих же принципах, на тех принципах, которые присоединяли башкир, значит, применил к 100 другим восточным народам. И всего за какие-то 150 лет, значит, расширился аж до Тихого океана. И вот посольским приказом первые десятилетия все время знатные башкиры ездили вот к этим соседним народам, там, калмыкам, каракалпакам, ну и так далее. И вот Казань завоевали, значит, потом было восстание, там тоже участвовали там татары, марийцы, чуваши. Но Московское царство тех, кого завоевывало, оно записывало в крепостные. Государственные, но все-таки крепостные. А башкиры остались свободными людьми. Они в душе свободные, и это заметно. Даже сегодня заметно. Значит, и еще важный момент такой. После присоединения башкиры очень мужественно и честно воевали во всех практически войнах России, Московского царства, Российской империи и СССР. Значит, и вот в этих войнах их подпитывал национальный герой Салават Юлаев, его мужество, его бесстрашие. Это тоже оказывало влияние и на последующее поколение мужчин башкир-батыров. Вот. В жизни Салавата Юлаева я лишь об одном жалею, что он имел литературный дар, но он не смог его... Наверняка он на каторге писал стихи, а может быть уже и прозы начал, но это ничего не сохранилось, до нас не дошло. Вот об этом я больше всего сожалею, что он не успел состояться как писатель. И как-то вот, немножко за него я в душе вот пишу, работаю, думаю, вот он не успел, давай я за него поработаю. Вот это вот есть личное такое у меня отношение к этому. Салават Газимович, а вот такие вот вечера, которые мы вот как сегодня, да, проводим, празднуем, а насколько они, как вы думаете, насколько они важны вообще для нынешнего поколения? Очень важны. Объясняю почему. Вот смотрите. Значит, причем издревле важнее. Взяли Казань, башкиры добровольно присоединились. На их примере после башкир присоединились калмыки-буддисты. И мононациональное русское московское царство стало многонациональным. Ну, если там есть и христиане, и мусульмане, и буддисты, то это уже полный набор. Вот. И с тех пор вот важнейший вопрос в нашем государстве – это вопрос межнационального мира и согласия. И вот такие вечера, как наш сегодняшний, они вот в духе. То есть мы в итоге потихоньку развили свою, значит, русско-азиатскую цивилизацию, которая в корне отличается от хищной англосаксонской. Те только все время захватывали, хапали, захватывали. У нас сотни народов присоединились добровольно и начали жить. И надо беречь это уникальное достояние, в том числе и вот такими вечерами, как вечер Салавата Юлаева. Спасибо.
Исламгулов Ильнур Хадарисович, продюсерский центр Исил Арт Продакшн. Бүгін бик дур мотор сара өтті. Біз бүгін Мәскеу қаласында өзіміздің батырыбыз Салават Юлаевтың туған күнін өткердік. Бұл сарала бик көп өзіміздің ердештер, достар болды. Һәм біз бик шат болдық. Рәхмәт оештырушыларға һәм Актирма коллективына. Бұл сарала бик күп олы историк һәм бик билдәле кешеләр булды һәм без хокланып уларда тыңланы. Валиев Хайдар, Российская академия музыки имени Гнесиных, 3-й курс. Бүгін мына ошондай матур сара өтті, Салават Юлаевқа арналған мероприятие һәм рәхмәт деп әйтәһем килә Актирма коллективына, руководителена Гөлсинә апайга. Чөнки ошондай мероприятиялар безнең башкорт халкы өчен, безнең башкорт яшьтәре өчен ул бик кирәкле сара. Чөнки безнең батырыбыз Салават Юлаевтың уның батырлыгын, уның рухын бөтә безнең дөньяга таратырга кирәк һәм дә әлбиттә безнең Рәсәйгә таратырга кирәк. Шунда безнең культурабызны күрсәтергә кирәк. Яшьтәр белергә тиеш һәм әлбиттә рәхмәт ошо оештырган сара өчен безнең Актирма коллективына. Салават Юлаев минең өчен ул әлбиттә герой, минең өчен ул батыр. Батыр бөтә яктардан да ул чөнки үзенең яшь булуынса, яшь булып, минем кебегрәк булып, ул кеше йыйган һәм дә шул кешеләрне объединять итеп, ул бер цельгә кушып, бер максатына кушып, ошо халкын үзенең идеясы менән алга алып барган. Шуңа ул көчле, рухлы кеше булган, минем өчен ул батыр. Гөлкай Халюлина, город Москва. Мәскәү қаласында бик матур сара үтте. Легендар батырыбыз, башкорт батыры Салават Юлаевка туган көненә арналган бик күп кешеләр йыелды. Башкортлар гына түгел, башка милләт кешеләре лә бик теләп килгәннәр, шуныһы бик куанычлы булды. Кисәгә мәртәбәне бик күренекле кешеләр килүе мәртәбәсен кисәгә. Салават Щербаков, билдәле архитектор, килүе, шулай ук тележурналист, тарихчы Салават Хамидуллин Өфөннән килгәйне был сарала сыгыш яһарга. Салават Юлаевтың образы безнең халыкта гына түгел, башка халыкта ла билдәле. Һәм без Салават Юлаев менән горурланабыз. Һәм артабанда шундай матур саралар Мәскәү қаласында, Рәсәйнең баш қаласында үтер дип ышанабыз. Рәхмәт оештыручыларга. Мин Гөлсинә Батыршина, Актирма фольклор төркеменең етәкчесе. Без бүген Мәскәүдә, Мәскәү милләттәр йортында Салават Юлаевтың туган көнен үткәрдек, билдәләп үттек. 120 урынлык зал тулы булды, Аллага шөкер. Теләп килделәр, күптән әзерләнеп көттек, кунактарды. Өфөннән Салават Хамидуллина килгән, шугатлым көттек һәм килгәннәр өчен зур рәхмәт. Рәшидә Бикметова, Шамуратова килде. Үдән йөрсәһе менән Оренбургтан Нәфисә Смакова, Аббасова килде. Һәм Калуганнан Салават Асфатуллин килде. Мәскәүдән инде үзебезнең былтыргы кунактарыбыз Салават Александрович Щербаков үзенең язмышы турында, биография турында һәм үзенең атаһы турында һөйләне. Халыкка бик охшана. Бигрәк тә безнең тамашачылар алдында безнең сагу киемләр, безнең йыр биюләребез хайран калдырдылар. Чөнки күбеһе бында бүген башка милләтләрдән инә.
Төрле халыклар килгәннәр, төрле диаспора итәкчеләре килгәннәр, бик күп ирдәшләребез, безнең төрле һөнәр итәкчеләре, зур кешеләр килгәннәр. Бөтәбез дә шатбыз, безгә бигрәк тә охшана. Был байрамның максаты? Без бұл сараны 2016 елдан бирле оештырып үткәреп киләбез елда. Салават көндәрен үткәрәбез. Салават Юлаевтың туган көненә арнап без кисәләр үткәрәбез 2016 елдан бирле. Баштарак без үзебезнең дустар менән җыелышып, үзара йырдар йырлашып, шигырьләрен һөйләп, салаватты искә алһак, һуңнан безгә күбрәк галимдәр килә башланылар. Һәм бүгенге көнгә безгә сараларда зуррак кимәлдә үткәрәбез. Берһә икенче елга без уйлайбыз, тагы ла зуррак кимәлгә сыгарбыз дип уйлайбыз.